В соседней Ингушетии сегодня обсуждали старинные обычаи похищения невест. Изжить спорную традицию старейшины предложили при помощи крупных штрафов. Если инициативу узаконит, то попытка украсть девушку может обойтись жениху в несколько сотен тысяч рублей. Георгий Гривиный подробнее. Это было, да, каждый раз по-разному. И... Каждый раз по-разному, это как искать, это много раз было? Да, это несколько раз. Если бы в книге рекордов Гиннесса существовала номинация «Самая часто воруемая невеста», то Зульфия могла бы смело претендовать на первое место. Девушку похищали 14 раз. Подходили парни, согласна, не согласна. Я не согласилась и вернулась домой. Но про согласие обычно спрашивают потом, во временной резиденции похищенной невесты. До этого никаких вопросов, вот как на этом видео. Девушка идет по улице, рядом тормозит авто с горячими джигитами. Между прочим, в соседнем районе жених украл члена партии. Для большинства россиян словосочетание «кражи невесты» – это, конечно же, бессмертная комедия Леонида Гайдая. Но «Кавказская пленница» вышла на экраны аж в 1967-м, а в Ингушетии до сих пор эта проблема одна из самых острых. В последнее время что-то пошла волна умыкать засватанных девушек. Именно это чревато катастрофическими последствиями. Возможные последствия вплоть до потасовок, убийств и дальнейшей кровной мести. Вот еще одно похитительское видео. Группа молодых людей подъезжает к дверям, заходит и пытается буквально вынести невесту из дому. Но оказывается, невеста засватанная, то есть уже обещанная другому. Родственники бросаются на помощь и общими усилиями отбивают девушку. Разумные люди этот вопрос закрывают в течение 1-2 дней. Неразумные переводят это дело на рельсы коммерческие. Миллионы платите. Миллион – не случайная цифра. Именно настолько предлагали штрафовать организаторов похищения, при том, что колым, то есть выкуп за невесту, 50 тысяч рублей. В итоге вопрос вынесли на обсуждение Республиканской конференции мусульман. После долгих дискуссий решили, сумма штрафа за организацию похищения невесты составит 300 тысяч рублей. И платить их надо будет не в кассу Сбербанка, а имаму в мечеть. Эти деньги идут в мечеть, и имам мечети распределяет эти деньги с попечительским советом, который находится в мечети. Они распределяются семьям самых таких неимущих, бедных, нуждающихся людей. Впрочем, скептики полагают, что даже 300-тысячный штраф вряд ли отпугнет тех, кому жениться, но уж очень охота, а денег просто нет. В республике высокий уровень безработицы и небольшие зарплаты. А привлечь кого-то по существующей в Российском уголовном кодексе статье «Похищение человека» очень трудно. Не писать заявление в полицию, а разбираться своими силами. Это тоже давний местный обычай. Георгий Гривиный, Марина Мацарская, Диана Бурнацева и Заурбек Плиев. НТВ, Ингушетия.